Всем привет! Тема сегодняшнего урока – неопределенная форма глагола. В казахском языке словарная форма официально называется неопределенной формой глагола, то есть глагол с суффиксом «у» в конце слова, и отличается от неопределенной формы глагола в русском языке тем, что выражает не только действие, но и процесс и состояние. Например, айту – говорить, говорение, вуку – читать, чтение, кету – уходить, уход. Поэтому глаголу в неопределенной форме могут добавляться любые окончания существительных. Например, кездесуге – к встрече, словарная форма кездесу, дательно-направительный падеж ниге – к чему, кездесуге – к встрече, вукунды – мое чтение, словарная форма вуку с притяжательным окончанием первого лица единственного числа в винительном падеже. Нен – что, вукуэмды – мое чтение, вукуэммен – с его чтением, словарная форма воку с притяжательным окончанием третьего лица в творительном падеже. Немен – чем, с чем, вукуэммен – с его чтением. Склонение по падежам. Глагол бару – пойти, идти туда. Барудан, баруда, баруга, барудын, баруды, барумен. Глагол келю – прийти, идти сюда. Келюден, келюде, келюге, келюдын, келюды, келюмен. Примеры с притяжательными окончаниями. Глагол бару – менің баруым – мой поход. Сенің баруың – твой поход. Сіздің баруыңыз – уважительная форма – ваш поход. Оның баруы – его, ее поход. Множественное число – біздің баруымыз – наш поход. Обращение к друзьям и сверстникам – сендердің баруларың – ваш поход, либо ваши походы, в зависимости от контекста. Уважительная форма – множественное число. Сіздердің баруларыңыз – ваш поход, либо ваши походы. Олардың барулары – их поход, либо их походы. Глагол келю – менің келуім – мой приход. Сенің келуің – сіздің келуіңіз, оның келуі, біздің келуіміз, сендердің келулерің, сіздердің келулеріңіз, олардың келулері. Рассмотрим примеры. Мен музыка тыңдауды ұнатамын. Мне нравится слушать музыку. Глагол ұнатамын в переходном времени. Тыңдауды – глагол в словарной форме, в винительном падеже. Нені – что, тыңдауды – слушать. Абай көшесіне қалай баруға болады? Как можно проехать до улицы Абая? При добавлении к неопределенной форме глагола окончаний местного падежа «да», «де» образуется форма, которая показывает настоящее продолжающееся действие, и переводить на русский язык эту форму можно и как существительное, и как глагол. Например, айтуда – говорят, окуда – читают, учатся, либо на учебе, істеуде – работают. Рассмотрим примеры. Осы көшеде қандай институт орналасуда? На этой улице какой институт располагается? Мәскеуде қанша туыстарымыз оқуда? В Москве сколько наших родственников учатся? Либо в Москве сколько наших родственников на учебе? В основном эта форма употребляется в
в третьем лице, редко в первом и втором лице, и тогда к глаголу добавляются личные окончания первого типа. Например, окудаман – я учусь, либо я на учебе. Еще раз напомню о регрессивной ассимиляции, воздействии последующего звука на предыдущий. Если в словарной форме основа глагола заканчивается на звонкие г, г, б, то при отбрасывании суффикса у последняя согласная основы оглушается и переходит в глухие к, х, п. Например, глагол кешигу – опаздывать. Основа глагола будет кешек. Рассмотрим примеры в переходном времени. Кешек пейде. Он не опаздывает, обычно. Отрицательный суффикс пе глухой. Но кешегеде. Он опаздывает, обычно. Основа глагола заканчивается на звонкую г, так как суффикс переходного времени гласная буква е. Рассмотрим примеры в прошедшем времени. Кешиктым – я опоздал. Суффикс прошедшего времени т глухой. Кешикпедом – я не опоздал. Отрицательный суффикс пе глухой. Рассмотрим примеры в условном наклонении. Кешиксем – если я опоздаю. Кешикпесем – если я не опоздаю. Еще раз вспомним глаголы исключения. Полный список глаголов исключений, как обычно, по ссылке в описании. Например, глагол оку – читать, учиться. Основа глагола будет ок. Рассмотрим примеры в переходном времени. Окыйман – я учусь. Обратите внимание на разницу в написании и произношении. Окымайман – я не учусь вообще. Примеры в прошедшем времени. Окыдым – я учился. Окымадым – я не учился. Примеры в условном наклонении. Окысам – если я буду учиться. Окымасам – если я не буду учиться. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в одном из следующих уроков.